Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 февраля. Это у нас будет День влюбленных. Посмотрим с вами, что приготовил вам этот день. Я вас поздравляю с этим праздником. Давайте посмотрим, что ждет каждого из вас. Овны. 14 февраля. Покажите мне события для овнов. 14 февраля. Солнышко выпадает, радость, хорошее настроение у вас будет в этот день. Конфликт может быть. Как-то конфликт не повлияет на ваше настроение. Может быть, вы будете свидетелями конфликта. Любовь, видите, выпала. Горячая любовь. Цыпленок – это дети, семья, дети. Надежда, подсвечник и тайное свидание. Возможно, любимый человек приготовил вам сюрприз. Подсвечник может быть еще романтический ужин. Романтику показывает свечи. Конверт, получение. Что-то получите в этот день. Может быть, какая-то открытка. Это бумага, может быть, конверт. Письмо, смс-ка. Также есть еще якорь. Якорь показывает остановку где-то надолго по якорю. Несколько часов где-то проведете. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, якорь проводите где-то несколько часов в этот день. Будет хорошее настроение, радость, надежда на что-то, надежда на свидание. Свидание, конфликт, любовь, общение с детьми и получение. То есть из минуса у вас только конфликт выпал. Ну, возможно, как я вам сказала, вы будете свидетелями конфликта. Потому что рядом выпадает радость. Ну, мне сложно представить, как можно ругаться, да, и быть довольным. Благодарю за внимание, овны. И я перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 14 февраля, День влюбленных. Тельцы, покажите, что ждет тельцов в этот день. Удача выпадает, подкова. Первое событие. Нерешенный вопрос может быть также в среду у вас. Рыбу нельзя. Разочарование, печаль из-за нерешенного вопроса. Может быть разочарование. Гости. Чашка чая. Ножницы. Решение вопроса. Так что нерешенный вопрос точно решится. Переживать не надо. Может быть, тут удача поможет вам. Деловая встреча. Будет встреча, и на встрече вопрос решится. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Корабль. Корона. Корабль – это ожидание. Корона – это общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Да, возможно, вот с ним у вас встреча деловая.
новость. Ну, новость тут надо все перемещать, передвигать. Новость. Здесь нет и здесь нет совпадения. Получается, в этот день, смотрите, у вас карта показывает, что день будет удачным для вас. Извиняюсь, удача выпадает. Вы получите какую-то новость. Будет с утра нерешенный вопрос, но он решится. Возможно, во второй половине дня будет встреча, вопрос решится. Гости, ожидания. Вот видите, ожидания выпадают. То есть ожидания. Возможно, вам придется ждать решения этого вопроса. Общение с каким-то влиятельным человеком. Пообщались, подождали, и вопрос решился. Но разочарование тоже будет. Я думаю, что вот когда у вас с утра не решится вопрос, вы будете расстроены, разочарованы. Но не расстраивайтесь, потому что, видите, карта указывает на то, что благодаря какому-то человеку вопрос ваш решится в среду. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Так, все возвращаем обратно. И будем смотреть сейчас близнецов. Близнецы. 14 февраля. События дня. Деловой разговор. Первое событие. Бабочка. Будильник. Какая-то проблема со временем может быть. Хорошие новости, шарики. Деньги. Мешок выпадает с деньгами. Хорошие новости по поводу денег. Так. Что здесь? Яблоко, слезы. Но могут быть слезы радости. Любовь нельзя. Из-за слез не получается любовь сложить. Ну, здесь тоже нет совпадений. Диагоналями нельзя соединять. Так, получается, в этот день будет деловой разговор. Возможно, на определенное время он назначен будет. И вам надо будет постараться правильно рассчитать время, потому что вы можете не успеть опоздать. Дальше будут хорошие новости, будут какие-то финансовые вопросы решаться у вас в среду. И карты показывают, могут быть слезы. Но слезы и радости могут быть, не обязательно печали. Будем надеяться, что это у вас будут слезы радости. Вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к ракам. Будем сейчас смотреть, что у раков будет в среду. Раки. Среда, 14 февраля. Победа выпадает, первое событие. Флаг.
Цыпленок — это дети и исполнение желания. Цветок. Хорошие новости. Шарики. Ножницы нельзя. Колебания, сомнения, весы. Слезы. Яблоко. Здесь не вижу. Горизонталь, вертикали не нашла. Получается, первое событие у вас была победа. Но это в работе, в делах какие-то вас ждут успехи, победы. Дальше общение может быть с детками, с семьей, с детьми. Исполнение желания. Хорошие новости, колебания, сомнения, выбор. Еще может быть сложный выбор и слезы. Опять же, могут быть слезы радости, например, от исполнения желания. Так что в целом день очень замечательный. Победы, исполнение желания, хорошие новости. Очень много хороших событий будет в среду. Благодарю за внимание, раки. Перехожу дальше к львам. Львы. 14 февраля, среда. Покажите мне день влюбленных. События для львов. Друг, общение с друзьями, сердце, любовь. У вас, видите, настоящий день влюбленных. Успех, лавровый венок. Горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Диагоналями не соединяем. Помните об этом. Да, вот солнышко нельзя. То есть, когда выпадают диагоналями, так нельзя соединять. Получается, в этот день у вас 3 события. Ну, 3 зато со знаком плюс. Пусть их немного, но все позитивные. Первое – это общение с друзьями будет в этот день. Второе – личная жизнь, все хорошо, свидание, романтика, возможно, знакомство, если вы один или одна, да, допустим, куда-то идете с друзьями и познакомитесь, да, то есть 2 сердца объединяются. И также еще вас ждет успех в делах, то есть и в личной жизни все хорошо, и в делах. Замечательный день, львушки. Благодарю за внимание, я перехожу к девам. Смотрим, девы, что у вас. Четырнадцатое февраля, среда, события для дев.
якорь. Якорь, остановка где-то надолго. Ключ. Все в ваших руках в этот день. Все зависит от вас. Интимная связь может быть. Кровать. Удача. Подкова. Вы везунчики будете в среду. Кроме подковы еще и ключ. Это прям везение в квадрате. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль. Что тут еще есть? Есть слезы. Но опять же, это могут быть слезы радости. Так, здесь смотрим, расческу нельзя. Нет, змею нельзя соединить. Корона есть. Корона — общения с каким-то очень важным, влиятельным человеком. И здесь нет. Получается, по якорю с утра вы можете где-то провести несколько часов на одном месте. Дальше ключ показывает, что для вас открываются возможности, какие-то новые двери. Удача на вашей стороне, интимная связь может быть, общение с влиятельным человеком и слезы. Но я думаю, что это будет слезы радости, потому что плохих событий нет для вас. Яблоко — это еще соблазн. Вот почти у каждого знака выпало яблоко. А так как это день влюбленных, вот почему-то мне кажется, что в этот день оно проиграется как какие-то такие соблазны, связанные с личной жизнью. Вот так, да, то есть если еще брать интимную связь, может быть, вместе как-то проиграется. Вот такая вот информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставляю всегда внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, увидимся во второй части.